Почему ни видео, ни фото, ни аудиодоказательства не считаются достаточными аргументами в расследовании фактов применения административного ресурса? Этот вопрос в минувший четверг на пленарном заседании Джогорку Кенеша депутаты адресовали Центризбиркому и правоохранительным органам. К слову, обсуждение в парламенте нарушений в предвыборной агитации могло бы вообще не состояться. Против вдруг выступила фракция СДПК. Приглашенные чиновники даже стали расходиться. В ситуацию был вынужден вмешаться спикер. Хочу предупредить членов правительства, чтобы не думали покидать зал. Вас никто не просил уходить. Имейте уважение. Уважаемые депутаты, а из-за ваших действий и призывов члены Кабмина стали расходиться. Давайте будем соблюдать регламент. На заседании были приглашены члены Центральной избирательной комиссии, руководители правоохранительных органов. Почему их нет? Премьер-министр просто взял и вышел. Ну тогда давайте все разойдемся под предлогом того, что нет кворума. Но завтра не говорите, что нас не уважают. Мы сами в этом виноваты. Замечания есть и к руководителям правительства есть большие. На местах есть замечания. Все это производится. Вот я буквально 2-3 дня побыл. Я вижу, административный ресурс работает по полной программе. Но я просто хотел бы сказать, это привыкшее дело. К хорошему это не приведет. Поэтому, если мы заранее выскажемся, претензии к правительству, к органам исполнительной власти, здесь плохого ничего нету. В это время Торагач Чиныбай Турсунбеков еще раз призвал всех к порядку. Лучше достойно проиграть, чем выиграть нечестным путем. Кандидаты в президенты и каждый гражданин Кыргызстана ради будущего страны должны внести вклад для проведения честных и прозрачных президентских выборов. Поскольку носителем власти является народ, необходимо создать одинаковые условия для всех кандидатов. Предвыборную агитацию нужно проводить без нарушения избирательного законодательства. Вот это и будет поступком, достойным уважения. В итоге количество присутствовавших депутатов вполне хватило для кворума, а чиновники постепенно заняли свои места в зале. И от народных избранников посыпались вопросы, касающиеся подготовки к предстоящим выборам и агитационной кампании со стороны штабов некоторых кандидатов в президенты. Почему у госслужащих массово собирают паспорта? А правда, что сотрудники милиции будут голосовать на одном участке? Не это ли применение административного ресурса? Но в речи главы республиканского штаба по выборам не было ни слова про административный ресурс. Со слов Темира Джумакадырова, кроме как о случае в юракадемии, ни о каких других фактах он не слышал. Вице-премьер отчитался, что никаких проблем в этом плане нет. Но в ответ депутаты продолжали приводить весомые доводы. Сейчас идет агитация. Вы что скажете? Есть ли нарушения со стороны государственных органов? Юридикалка, академия. Есть одно нарушение в юракадемии, когда педагог агитировал учащихся. По нему идет расследование, но в целом, думаю, нет нарушений. А слова Зилалиева как понять? Что тот кандидат, за которого он агитирует, продолжит нынешний курс, и про то, что не надо плевать в колодец, из которого они пьют, ему сделали замечание. Его уволить должны были. В Узгене 2000 стульев из школы унесли для встречи одного из кандидатов с избирателями. Учителя и школьники стоя проводили уроки. Дети стоят, а стулья на встрече с избирателями. Акима, директора, завуча уволить. На Кыргыз-Темирджолу, где штат в 5000 человек, агитработы проводит директор, а после заявляет открыто журналистам, что он сам член СДПК. А вы говорите, со стороны государства не было нарушений. Только я привел несколько фактов. Не приняты меры ни по одному факту. Все видят, что применяется административный ресурс. Парламентарии возмутились, что государственные СМИ откровенно очерняют некоторых кандидатов в президенты. Я не агитирую сейчас ни за какого кандидата, но ситуация с Турабаевым и Бабановым такова, что в отношении этих кандидатов идет откровенно много очерняющего материала. СМИ, которые поддерживают провластного кандидата, публикуют эту информацию. Черный пиар дорос до государственного уровня. Ради справедливости нельзя не отметить, что оппонентов очерняют на госуровне. По моему мнению, для всех участников созданы равные условия. Вы приводите в пример 2 человек, но и в отношении других идет черный пиар. И это не госканал, а общественный. У них есть общественный наблюдательный совет. Надо обращаться непосредственно к этим СМИ и решать вопрос. Вы же знаете, что агитация может проводиться как за, так и против. Это считается агитацией. В соответствии с законодательством, любая агитация против и за, она должна оплачиваться из фонда кандидата.
Сиздер изилдедиңиздер Нуржан Карманбековна. Вот жана каралуу Төрөбаевтыкка, Бабановка. Вот по Турабаеву и Бабанову вы интересовались, кто оплачивал и из какого фонда? Вы знаете, сколько стоит эфирное время? Так вот, на КТР 1 минута стоит 30 тысяч сомов. 40 минут шел материал, очерняющий Бабанова. Это получается 1 200 000 сомов. Вот и проверьте, оплачен ли этот материал и из какого избирательного фонда. И если не оплачен, то государству, получается, нанесен ущерб. Пусть тогда возбуждают уголовное дело на руководство канала. Как отмечают народные избранники, нарушение избирательного законодательства встречается повсеместно. Вот главные врачи и отдельные директора ЦСМ, а конкретно главврач Национального госпиталя, директора ЦСМ 12, 11, один из заведующих отделения урологии, профессор Оморов, да, вот они ходят по всем организациям здравоохранения города и агитируют в пользу одного из кандидатов. Насколько это законно? Мы давайте все эти факты проверим, в том числе относительно главврача Нацгоспиталя и всех остальных медицинских учреждений, которые вы сказали. Вы нам дайте, пожалуйста, список. Да, директор ЦСМ 12, да, вот. 11, да, это, в принципе, я думаю, 12, достаточно 11. Обойти организации здравоохранения и спросить. И причем они это делают в рабочее время. Был уже случай в ЦСМ 18, когда были пациенты возмущены. В своем обращении к председателю ЦИК депутат от фракции Атамикен Наталья Никитенко просила объяснить усиливающиеся внутри комиссии по выборам разногласия и противостояния. Недавно прошла пресс-конференция, 1/3 членов ЦИК сказали о том, что они не получают соответствующего доступа к материалам и так далее. Я хотела услышать мнение председателя ЦИК. Вы этот вопрос рассмотрели? Вы какие-то действия, выводы сделали, действия предприняли, чтобы установился работоспособный климат накануне выборов в Центральной избирательной комиссии? Я надеюсь, что какие-то внутренние проблемы взаимопонимания, они обязательно будут решены на основе вот такого глубокого понимания моими коллегами ответственности за текущий процесс. Но, как выяснилось, уже на заседании самого Центра избиркома мнение членов комиссии по вопросам применения админресурса часто отличается от позиции председателя. В частности, речь шла о нашумевшем случае в Узгене. Правозащитники написали жалобу, что для встречи жителей с одним из кандидатов из школы унесли все стулья. А в это время в классах детям приходилось стоять у парт. Вскоре появилась справка, которую предоставила местная прокуратура. Там пишется, что договор на предоставление стульчиков был заключен с автошколой, но и эта справка вызвала сомнения. Некоторые члены ЦИК посетовали, что указанный прокурор Джумабаев не провел тщательного расследования инцидента. К примеру, даже не выяснил, кто такой господин Айдаркулов, который якобы сдал в аренду те самые стулья. Набираем Google. Google дает общество ограниченной ответственности автошкола «Лайпрофи». Ошская область, Узгенский район, Узген, Манаса, без номера. Руководитель Айдаркулов Куванычбек Аматович, учредитель Айдаркулов Куванычбек Аматович. Так сложно, что ли, даже минуты уже выходят. Поэтому, конечно, это зампрокурора Джумабаев должен как минимум дисциплинарное взыскание понести за халатное разделяющее отношение к своим обязанностям. За прокурора тут же вступилась глава ЦИК Нуржан Шелдобекова. Я еще раз перечитываю сейчас позицию зампрокурора Узгенского района и нахожу ответы на все поставленные вопросы, в общем-то. Нуржан Кармабековна, неправильно сейчас говорить, что в этом вопросе все гладко. Дайте 2 дня рабочей группе, и мы вам предоставим все доказательства. Члены ЦИК долго спорили о нарушениях учебного процесса в интересах кандидата от правящей партии. В итоге было принято решение отказать представителям коалиции «За демократию» и «Гражданское общество» в удовлетворении 3 жалоб в отношении провластного кандидата в президенты. Тем временем факты применения админресурса выявляются один за другим. На днях в нашу редакцию обратились родители учеников школы села Чимкургон. По их словам, для организации массовки на встрече кандидата от СДПК с жителями Кеминского района в сельской школе сократили время уроков. Детей посадили в микроавтобусы и повезли в Кемин. Местные жители сняли на видео момент, когда школьников высаживают из бусиков по месту прибытия. Дети признались родителям, что их привезли туда под предлогом, что покажут концерт. Иду мимо школы и вижу, как в стоящие рядом с ней 3 буса сажают учеников и педагогов. Среди школьников
участников был и мой сын. Я подошел и спросил у него, куда их собираются везти. Он ответил, что в Кемин на концерт, организованный кандидатом. Я своего сына забрал. Своих детей мы отправляем в школу, чтобы их учили. Они использовали как массовку. Без разрешения родителей, без сопровождения милиции. Кто будет отвечать, если наши дети там пострадают? Нашему возмущению нет предела. Моя дочь учится в 7 классе. Почему ее без нашего ведома заставляют ехать в Кемин? Я крайне возмущен. Это недопустимо. Наши дети в учебное время должны были сидеть на уроках, а их увозят куда-то для политических целей. Анастасия Соболева, Алексей Машкал, Аман Бакиров, Эрлан Кемельбеков, НТС. Итоги недели.